Вітаем усіх слухачоў каналу Культура. Зараз з вами гукарэжысёр Мікалай Цалкоўскі, вядучы Владзімир Трапянок. Тэма сённяшніх дыялогаў харавое выканальніцтва, яго развіццё і сучасны стан. Мы таксама пагутарым пра міжкультурны дыялог Беларусі і Кітая і уступную кампанію. Госця нашага прамога эфіру загадчык кафедры харавога і вакальнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, мастацкі кіраўнік хору «Садружнасць», які працуе ў названым універсітэце, Ганна Александровна Нечай. Добрый день, Ганна Александровна. Здравствуйте. Нашу сённяшнюю сустрэчу, сябры, мы таксама прысвячаем 45-годдзю вядучай навучальнай установы ў нацыянальнай сістэме адукацыі ў галіне культуры, а гэта, як вядома, Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў. Шаноўныя сябры, калі вы таксама хочаце далучыцца да нашай гаворкі і пачуць адказ на сваё пытанне па нашай сённяшняй тэме, калі ласка, пішыце смс на кароткі нумар 1029, адкажам на ўсё тое, што вас хвалюе па нашай сённяшняй тэме. А гэта, яшчэ раз нагадаю, харавое выканальніцтва, яго развіццё і сучасны стан. Калі ласка, далучайцеся, нумар для смс 1029. Ну, пачаць хацелася б з даволі актуальнай тэмы. Менавіта ў гэтыя дні ідзе прыём дакументаў ад абітурыентаў. І вось кафедра, пра якую мы сёння ўспомнілі, гэта кафедра харавога і вакальнага мастацтва. Каго яна чакае? Каго вы жадаеце бачыць сярод сваіх будучых студэнтаў? Да, действительно, 25 июля стартовала приемная кампания по поступлению в высшее учебное заведение, и наша кафедра тоже, конечно, ждет с большим интересом и надеждами своих абитуриентов, и уже первые абитуриенты подали документы. Мы ждем будущих хоровых дирижеров. Это выпускники нашей кафедры, это хоровые дирижеры, хоровые певцы, педагоги в области хорового искусства. Вступительная кампания наша кафедра занимается подготовкой специалистов в области хорового искусства, и специализация наша называется хоровая музыка академическая. Мы готовим академических хоровых дирижеров. Вступительная кампания, вступительные экзамены, которые проводятся на нашей кафедре, это 3 основных экзамена. Наши абитуриенты сдают экзамен по языку, русский или белорусский, по выбору самого абитуриента. Это будет тестирование, так? Это тестирование, конечно, да. Экзамен по истории Беларуси также в виде тестирования, а также большой комплексный такой объемный экзамен, который называется «Творчество». Он проходит в 3 этапа, включает в себя исполнение программы. Исполнение программы – это абитуриент предлагает свою, значит, дирижерскую интерпретацию хорового произведения. Это либо произведение акапельное, либо произведение с сопровождением оркестровым или фортепианным. Это, опять же, на выбор абитуриента. Это исполнение программы на фортепиано, так как хоровой дирижер обязательно должен владеть музыкальным инструментом, а также представляется вокальное произведение, то есть абитуриент исполняет какое-то вокальное произведение, что дает возможность членам приемной комиссии понять его уровень вокальной подготовки, что также очень важно. Это все входит в этап или в часть, которая называется «Исполнение программы». Следующий этап большого объемного экзамена по дисциплине творчества – это сольфеджио. Эта часть экзамена также сдается устно. И в это время абитуриентам предлагается устный экзамен, где он рассказывает, или члены приемной комиссии задают ему вопросы об истории, о теоретическим вопросам и музыкальной грамоте. На экзамене по сольфеджио абитуриенты делают какой-то гармонический слуховой анализ. Члены приемной комиссии могут понять и проверяют их способности в области чувства ритма, музыкальный слух, вокальные данные, ну и какие-то, возможно, теоретические другие вопросы из музыкальной грамоты. И третий этап вступительного экзамена по дисциплине творчества – это коллоквиум, на котором члены приемной комиссии задают вопросы абитуриенту из
истории развития музыкального искусства. Они хотят узнать о развитии музыкальных стилей, может быть, направлений, возможно, творчество каких-то композиторов. Конечно, нам будет очень интересно понять, какой есть хоровой и опыт у нашего абитуриента, в каких коллективах они пели, может быть, даже выступали в качестве руководителей хоров. Вот такой большой комплексный экзамен дает возможность понять, кто ж гэта будзе кто же к складаць нам гонар вашай придет, кафедры. и Так. не только понять, но и выбрать самых талантливых, самых мотивированных, самых перспективных тех абитуриентов, которые действительно в будущем станут хоровыми дирижерами и будут, ну, я бы даже сказала, определять, может быть, в будущем хоровую культуру нашей страны. Ну, гэта сапраўды так, і плюс яшчэ працягваць тыя традыцыі, якія існуюць на гэтай кафедры. Дарэчы, калі ўзгадваць яе гісторыю, 1972 год. Яшчэ няма у нас, скажем так, на геаграфіі, на нашай карце навучальных устаноў Беларусі такой установы, як Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры, тады ён называўся Мінскі інстытут культуры. А у нас была кафедра культасвет работы педагагічнага інстытута імя Горкага, і вось менавіта там пачалася кафедра, якая сёння працягвае гэтыя слынныя традыцыі. Пасля кафедра харавога дырыжыравання перамясцілася ў новую навучальную установу, і гэта якраз такі вось той Мінскі інстытут культуры, пра які мы сёння ўжо ўзгадвалі, так? Ну і сёння кафедра, якую вы ўзначальваеце, адна з найстарэйшых, якая мае сваю гісторыю, у якую ўпісаныя выдатныя імёны. Дык вось давайце мы ўспомнім акурат імёны некаторых тых, кім ганарыцца кафедра, я маю на ўвазе найперш педагогаў. Конечно, я с большим удовольствием, с радостью вспомню этих людей. В первую очередь я бы хотела сказать и вспомнить Евгения Николаевича Реутовича. Это первый заведующий нашей кафедры, это первый руководитель кафедры. Он стоял у истоков ее формирования. Это яркий, талантливый хоровой дирижер, который создал на кафедре первый студенческий хоровой коллектив. Это концертный хор Мара, и долгие-долгие годы являлся бессменным его руководителем. Именно под руководством Евгения Николаевича Реутовича формировался педагогический состав кафедры, были приглашались наиболее яркие, наиболее высокопрофессионально зарекомендовавшие себя хоровые дирижеры, хоровые певцы. Заслуги Евгения Николаевича в области хоровой культуры и культуры в целом получили безусловное признание нашего государства. И Евгений Николаевич Реутович, является заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь. Он кандидат искусствоведения, профессор. И, конечно, говоря о работе нашей кафедры, об истории нашей кафедры, нельзя не вспомнить его. Другой человек, о котором я сегодня обязательно хотела бы поговорить, это Альбина Васильевна Пикутько. Это человек, которого знают все хоровики, так мы называем себя, хоровые дирижеры, все хоровики в нашей стране. И я уверена, что даже и за ее пределами, поскольку деятельность Альбины Васильевны была достаточно активной, она часто участвовала в жюри различных международных фестивалей и конкурсов, она неоднократно сама вывозила хоровые коллективы, студенческие хоры на международные концертные площадки. Альбина Васильевна возглавляла кафедру более 30 лет, и за это время, конечно, было сделано очень многое. Так, например, в 1993 году у нас на кафедре по ее инициативе и под ее руководством был создан камерный хор «Добровест». Это смешанный хоровой коллектив, куда входят студенты нашей кафедры. И этот коллектив также зарекомендовал себя очень позитивно. Они участвовали и участвуют до сегодняшнего дня в различных культурных проектах, в различных культурных акциях. Очень богата география их концертных выступлений. Помимо многих городов в Беларуси, где прошли их концертные мероприятия, это и зарубежные гастроли, например, буквально последние годы, например, 5, может быть, чуть более лет, концертный хор «Добровест» участвовал в фестивалях и конкурсах в Польше, в странах Прибалтики, в России, в Турции, в Германии. И, конечно, этот коллектив знает и любит в Беларуси. Еще я хочу сказать, что именно в период вот этого достаточно долгого и очень активного
период работы, когда Альбина Васильевна заведовала кафедрой, руководила разными направлениями деятельности кафедры. Именно в это время были разработаны и образовательные стандарты в области подготовки специалистов хоровой сферы, были разработаны под ее руководством и, конечно же, всецело преподавательским составом учебные программы, по которым ведется подготовка специалистов в области хорового искусства. Поэтому, конечно, заслугу и роль Альбины Васильевны для развития кафедры нашего университета невозможно переоценить. Сегодня я, конечно, хотела бы вспомнить и обязательно сказать о тех людях, которые работают до сегодняшнего дня на нашей кафедре и которые стояли у истоков ее формирования. Это доцент Валентина Петровна Маевская, это доцент Светлана Кузьминична Ерохина, доцент Зинаида Леонидовна Леонович и другие. У нас на кафедре в разное время работали ведущие оперные певцы, занимались подготовкой, вокальной подготовкой студентов, такие как Наталья Руднева, Нина Шарубина, Олег Мельников, Татьяна Тиунова, которая до сегодняшнего дня и в настоящее время продолжает очень активно работать, готовить различные вокальные проекты. И это люди, которыми мы на самом деле гордимся, мы их ценим. И это те люди, которые являются основой нашей кафедры. Они передают знания и студентам, и более молодому преподавательскому составу, который также, наиболее яркие, талантливые наши выпускники, также постепенно входят в состав нашей кафедры и продолжают эти традиции. Ганна Александровна, я хочу згадаць яшчэ одну асаблівасць. Можа быць, гэта не зусім такая прыемная падзея, але не так даўно мы развіталіся з Альбінай Васильевнай Пякуцька, так, і культура Беларусі і ў прыватнасці харавое выканальніцкае мастацтва панесла велізарную страту. І засталіся некаторыя запісы, якія дэманструюць вось тое майстэрства, якое яна папулярызавала, якім яна займалася. Давайте мы зараз, можа быць, акурат і звернемся да аднаго з трэкаў, так, і паслухаем адзін з запісаў таго калектыву, якім кіравала Альбіна Васильевна. И мне будет тоже очень приятно, что люди услышат это. Я нагадаю, што гэта дыялогі пра культуру на хвалях канала Культура. Сёння ў нас у гасцях загадчык кафедры харавога і вакальнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, мастацкі кіраўнік хору «Садружнасць», які працуе ў названым універсітэце, Ганна Александровна Нечай. Сябры, калі у вас ёсць пытанні да нашай госці, калі ласка, далучайцеся, нумар для вашых смс 1029, з задавальненнем адкажам на ўсе вашыя і пытанні, і прапановы. Магчыма, ёсць нейкія пытанні, звязаныя з уступнай
музычнай кампаніі. Я думаю, Ганна Александровна, калі што падкажа, што як, куды звярнуцца, і гэта ўсё тычыцца найперш універсітэта культуры і мастацтваў. 1029 такі нумар для вашых смс. Ну а толькі што мы паслухалі адзін з запісаў пад кіраўніцтвам хору пад кіраўніцтвам Альбіны Васильевны Пякуцька. Што мы толькі што пачулі? Совершенно верно. Вы услышали концерт Дмитрия Бортнянского «Сей день его же сотворил Господь». Это одно из произведений, наверное, из любимых произведений Альбины Васильевны. Она очень часто его исполняла. Ну и вообще это, конечно, такая хоровая классика. Хор «Добравест», так быў зараз? Совершенно верно. Угу. Ну а калі казаць пра іншыя музычныя калектывы, мы ўскосна ўзгадалі пра хор «Мара», так мы расказвалі пра тое, што вы кіруеце хорам «Садружнасць», і гэта кітайскі хор, але пра гэта крышачку пазней. Давайте мы хаця б успомнім пра тыя калектывы, якія працуюць на вашай кафедры. Еще сегодня работает у нас мужской ансамбль «Виват». Это также детище Альбины Васильевны. Это коллектив мужской, который был создан по ее инициативе. Его творческая кредо заключается в исполнении преимущественно белорусской музыки. Это и произведения белорусского богогласника, и белорусские народные канты, и произведения современных белорусских композиторов, какое-то творческое наследие композиторов-иммигрантов. Вот такое творческое лицо у мужского ансамбля «Виват». И у него, конечно, тоже есть своя аудитория, свои поклонники. И вообще, в целом, мужское пение – это, конечно, особенное звучание, то, что вызывает особый интерес у слушателей. Нават нягледзячы на тое, што на сучасных этапах пераважае, скажем так, папулярная музыка, так, і масавае мастацтва, яно крыху замінае развіццё менавіта харавому выканальніцкаму майстэрству. Але я зноў жа хачу звярнуцца да гісторыі кафедры, так, і расказаць пра тое, што кафедра вельмі ганарыцца сваімі выпускнікамі. І калі гаварыць пра некаторыя славутыя імёны, якія уяўляюць гонар для універсітэта і ў прыватнасці для той кафедры, якую вы зараз узначальваеце, то мы можам назваць саліста вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь Васіля Мінгалёва. Яшчэ адна з такіх яскравых выпускніц, гэта доктар мастацтвазнаўства, гэта цяперашняя выкладчыца кафедры беларускай сусветнай мастацкай культуры універсітэта культуры і мастацтва Ларыса Густова-Рунцо. Гэта таксама культурны і грамадскі дзеяч нашай краіны, добра вядомы таксама за межамі нашай рэспублікі Тадеуш Іванович Стружэцкі. А каго б яшчэ вы назвалі? Конечно, мы гордимся нашими выпускниками, и к этому списку я хотела бы добавить еще заслуженную артистку Республики Беларусь Елену Ромашкевич, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, руководитель народного хора «Житин» Леонид Волчек, заслуженный работник культуры Республики Беларусь, руководитель фольклорного ансамбля «Дударики» Дмитрий Равенский и, конечно, много других талантливых выпускников, настоящих мастеров своего дела сегодня работают в республике. Карацей, спіс, спадзяёмся, будзе працягвацца, дапаўняцца і з'явяцца новыя імёны, пра якія вы з гонарам потым будзеце расказваць. Непременно. Ганна Александровна, вы кіруеце хорам, які называецца «Садружнасць». Гэта кітайскі хор. Давайте мы раскажам пра гісторыю гэтага калектыву і ці могуць быць яго ўдзельнікамі, напрыклад, студэнты з іншых навучальных устаноў, тыя ж кітайскія студэнты. І ці толькі кітайцы спяваюць у хоры «Садружнасць». Да, коллектив был организован в 2015 году. Идея организации такого коллектива явилась совершенно естественной, поскольку с каждым годом у нас в университете становилось все больше и больше китайских студентов, которые интересовались и хотели получить профессиональное образование в области хорового искусства. Я сразу хочу сказать, что хоровое искусство Китайской Народной Республики сегодня находится на большом подъеме. В каждом городе, в каждом учебном заведении, в различных общественных организациях у них создаются хоровые коллективы, у них создаются новые хоровые произведения. Очень активно китайские композиторы пишут новую хоровую музыку. Но так сложилось, что для огромной страны Китай недостаточно, пока еще недостаточно учебных заведений, где занимаются подготовкой именно хоровых дирижеров. У них действительно в этом смысле есть определенный некий стандарт. Может, чаканне. Да, ожидания, совершенно верно.
У нас же в стране как раз давно, достаточно давно, уже много десятилетий назад сложилась очень прочная, очень серьезная система музыкального образования, в том числе хорового образования, которая дает очень серьезные плоды, хорошие в области подготовки хоровых специалистов. Я буквально немножко намечу какие-то моменты. У нас в стране существует трехступенчатая система хорового и музыкального в целом образования. Это уровень детских музыкальных школ и школ искусств, где обязательно присутствует хоровое обучение. Это уровень средних специальных учебных заведений, это музыкальные колледжи, колледжи искусств, где готовят специалистов в области академического хорового пения, а также высшие учебные заведения. На сегодняшний день это Белорусская государственная академия музыки и мы, Белорусский государственный университет культуры и искусств. Специалисты в области хорового искусства готовит также педагогический университет. У нас на кафедре, почему последние годы все больше и больше студентов китайских приезжает к нам за нашим образованием? Я хочу сказать, что у нас на кафедре студенты получают очень глубокие и разносторонние знания из области музыкально-теоретических дисциплин. Так, например, они изучают сольфеджио, гармонию, теорию музыки, полифонию, анализ музыкальных форм. Кроме основных, естественно, это игра на инструменте, это постановка голоса, дирижерские дисциплины, но это уже цикл специальных дисциплин. Кроме общие музыкальных дисциплин у нас студенты нашей кафедры получают также знания из области музыкальной педагогики, общей педагогики, что позволяет им впоследствии работать в сфере педагогической, готовить будущие кадры в нашей области. Также студенты наши получают достаточно широкие знания из области социокультурной деятельности, менеджмента социокультурной сферы. Поэтому студент, выпускник нашей кафедры, является достаточно серьезным специалистом, подготовленным и обладающим знаниями достаточно широкой сферы культуры. И вот тот серьезный уровень именно профессиональной специальной подготовки, который есть у нас на кафедре и который занимается наша кафедра и с иностранными студентами в том числе, естественно, очень привлекает иностранных студентов. Возвращаясь к хору, который был создан в 2015 году, так сложилось, что в 2015 году у нас на кафедре занималось 23 китайских студента. Сегодня, конечно, их уже значительно больше. Вот в этом году в хоре было 46 студентов, и в следующем учебном году, по всем каким-то предварительным прогнозам, мы ждем еще гораздо и гораздо больше. Что интересно китайским студентам в нашей, зачем они к нам приезжают, что ждут они от нас? Это, конечно, они приезжают сюда, чтобы познакомиться с европейской музыкальной культурой, с европейской хоровой культурой, поскольку вот эти традиции на интеграцию, на интерес к европейской музыке, европейским вообще культурным процессам в Китае сейчас очень актуален, поэтому с большим интересом приезжают сюда китайские студенты. Репертуар хора состоит и во многом из произведений европейской музыки. Вот я могу буквально сразу же вспомнить, что в прошлом году хор Содружества исполнил мессу Шуберта «Соль-мажор». Это очень известное, очень яркое хоровое вокально-симфоническое сочинение, которое было дважды исполнено в Красном Костеле. Это был общегородской такой праздник и фестиваль, и концерт такого республиканского уровня. И, конечно, когда, помимо произведений Шуберта, за это время нам хор студентов исполнил произведения Бетховена, Шумана, Моцарта. Конечно, наиболее яркие, наиболее запоминающиеся и популярные образцы хоровой музыки европейской, русской и в том числе нашей же белорусской с большим интересом изучаются китайскими студентами. Хочу также поделиться тем, что в прошлом году и в нынешнем учебном году хор китайских студентов исполнял, например, такие произведения, как белорусская народная песня «Куполинка» в обработке Александра Гордиенко, а также белорусская народная песня «Лявониха» в обработке Эмиля Наско. И, конечно, это очень
ярко и колоритно, когда... И нечаканно, напэўна, яшчэ, калі чуюць беларусы, так. Совершенно неожиданно, причем когда это делается с хорошей дикцией, но и при этом видишь картинку, когда ты понимаешь, что совершенно не европейские люди, не славяне это исполняют, это вызывает, особые, конечно, эмоции. Тут у мяне пытанне да вас як да педагога, як вы ад іх, так скажам, патрабуеце вось гэтую бездакорную дыкцыю і выканання? Для іх мова руская, не кажучы пра беларускую, цяжкая. Совершенно верно. Это, наверное... Гэта трэба працаваць асобныя месяцы, тыдні на тое, каб яны выпрацавалі менавіта толькі вымаўленне. Да, согласна с вами. И, пожалуй, это самый сложный момент, технический, в смысле исполнения произведения. Хотя в Китае, ввиду их особенностей интонирования, их особенностей речи, у них несколько иное звукоизвлечение, несколько иная постановка гортани, есть такие уже какие-то чисто технические вещи. То есть в работе над вокальным звуком мы также сталкиваемся с определенными особенностями, я бы так сказала, которые корректируются и выстраиваются уже по ходу работы. Конечно, что касается дикции, во-первых, я всегда очень подробно объясняю, делаю точечный перевод каждого слова. Я объясняю им эти образы, если они шуточные, либо историю какой-то песни, ее общий смысл, ее общее содержание. То есть они, конечно, хорошо понимают, о чем они поют. Но, тем не менее, я должна признаться, что, несмотря на все усилия, не все студенты-китайцы могут освоить нашу русско-белорусскую букву «Р». Хотя многим из них все-таки это удается. А давайте мы паспрабуем адчуць, ці сапраўды гэта ў іх атрымліваецца, і у прыватнасці славуты рускі твор «Катюша» у выкананні хора «Садружнасць» зараз прагучыць на хвалях канала «Культура». Thank you.
Працягваем нашы сённяшнія дыялогі пра культуру на хвалях канала Культура. Я нагадаю, што ў нас у гасцях загадчык кафедры харавога і вакальнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў Ганна Александровна Нечай. Ганна Александровна, я хачу пагаварыць з улікам нашай сённяшняй тэмы, а яна гучыць наступным чынам: харавое выканальніцтва, яго развіццё і сучасны стан, на такую тэму, як два самастойныя кірункі харавога выканальніцтва. Гэта акадэмічнае і народнае харавое выканальніцтва. Ці можна, напрыклад, сказаць, што нейкі з напрамкаў зараз вядучы, у прыватнасці ў Беларусі? Наверное, я все-таки не формулировала бы так. Я бы сказала, что у каждого из этих направлений есть какие-то свои задачи в сфере культуры. Так, например, народные хоры, их главной задачей является изучение, собирание, сохранение, популяризация, трансляция самобытных национальных музыкальных традиций Беларуси. Народные хоры занимаются тем, что они в самых разных, самых отдаленных и неотдаленных уголках нашей страны записывают вот эту аутентичную музыкальную культуру, фольклор, изучают все традиции, которые сопутствуют, например, исполнительские традиции, хореографические традиции, которые элементы хореографии, вернее, которые сопутствуют исполнению той или иной народной песни. И вот сохранение вот этой культуры, ее изучение вот этих самобытных, очень индивидуальных, очень ярких наших национальных черт является основной задачей народных хоров. И профессиональный народный хор – это Государственный академический народный хор имени Геннадия Ивановича Титовича, который работает у нас в стране под руководством замечательного хорового дирижера Михаила Павловича Дриневского, профессора, народного артиста Беларуси. Этот коллектив, равно как и другие хоровые народные коллективы, занимаются именно вот такой деятельностью. Они сохраняют и популяризируют вот эти самобытные белорусские национально-музыкальные традиции. Задача академических хоров и работа их строится несколько на иных принципах. Начнем с того, что академический хор, его основным репертуаром является это классическая академическая хоровая музыка. Это те лучшие образцы музыкальные, которые созданы профессиональными композиторами совершенно различных национальных школ. Европейскими, русскими, белорусскими, американскими, любыми профессиональными композиторами в области хорового искусства. Кроме того, я должна сказать, что огромное количество музыкальных жанров предполагает исполнение хоровое. То есть это не только, собственно, хоровая музыка акапелла, которая, естественно, является значительной частью репертуара академического хора. Это и огромное количество произведений вокально-симфонической музыки, такие жанры, как мессы, реквиемы, оратории, кантаты, хоровые поэмы. Это все по своей исполнительской манере требует именно академического звучания. Конечно, большое количество репертуара, который исполняет академический хор, это оперная хоровая музыка, это оперные хоровые сцены, отдельные какие-то хоровые номера, которые также входят в сокровищницу мировой музыкальной и конкретно хоровой культуры. И еще один важный такой пласт, целый комплекс музыки, который также предназначен для исполнения академическим хором, это обработки народных песен. Каждый народ имеет свои музыкальные традиции, каждый народ им гордится и готов им делиться. Но для того, чтобы народная песня в доступном виде, в адаптированном, наверное, для уха любого слушателя прозвучала на, скажем так, мировой арене, нужно сделать обработку этой музыки. Обработку делают профессиональные композиторы. Конечно же, они изучают специфику народных песен, специфику ее фактуры, голосоведения, каких-то других гармонических, может быть, особенностей и так далее. И такие произведения звучат в исполнении академических хоровых коллективов и знакомят широкую аудиторию с народными песнями. Поэтому я бы сказала, что задачи академических хоровых коллективов в какой-то такой, может быть, объединяющей, может быть, как бы какую-то выполняют объединяющую функцию, когда
творчество каждого народа, исполнительская культура каждой отдельной нации может на одной площадке, на одной сцене совершенно гармонично сочетаться и представлять свою культуру наравне с другими. Вот я бы так сказала о роли академической музыкі. А калі працягваць гаворку пра рэпертуар сучасных харавых калектываў, што можна распавесці ў прыватнасці пра тыя творы, якія ствараюцца для хору? Гэта пераважна апрацоўкі, пра якія вы ўзгадвалі, ці на сучасным этапе яшчэ ствараюцца арыгінальныя, менавіта новыя творы спецыяльна для таго, каб выканаў хор? Конечно, создаются, и сегодня создаются оригинальные хоровые произведения и нашими белорусскими композиторами, и не только. То есть этот жанр весьма и весьма востребован. И, конечно, композиторы с большой любовью отдают свои произведения, свои детища в лучшие исполнительские коллективы и надеются на их какую-то максимально интересную и трактовку, и высокоисполнительское мастерство. То есть хоровое искусство живет и с точки зрения хорового творчества, и с точки зрения хорового исполнительства. Поэтому я думаю, что у нас у всех очень хорошие, интересные перспективы. Я хочу узгадаць яшчэ нашу гісторыю, прыватнасці 20-е стагоддзя і выканальніцкае мастацтва і харавое выканальніцтва менавіта гэтага перыяду і успомніць два цудоўныя калектывы, якія працягваюць дзейнасць у 21 стагоддзі. Гэта, найперш, напэўна, харавая капэла імя Рыгора Шырмы, но таксама акадэмічны хор беларускага радыё і тэлебачання, якім калісьці кіраваў Віктар Роўда. Для вас вось гэтыя фігуры, якія мы толькі што так узгадалі, у прыватнасці гэтыя два калектывы, ці ўплываюць на вашу асабістую творчую дзейнасць? Для меня очень приятно, что вы вспомнили этих двух столпов хоровой культуры Беларуси. Это люди, которых я бесконечно уважаю, которые внесли, наверное, самый большой, если можно так сказать, вклад в развитие хоровой культуры Беларуси. Это действительно два старейших наших коллектива. Хор ныне, это академический хор национальной телерадиокомпании Республики Беларусь, был организован в 1931 году. Он прошел очень длительный путь своего становления, развития, различные этапы каких-то творческих приоритетов в этом коллективе менялись. И действительно, очень долгое время, с 1965 по 2007 год, художественным руководителем и главным дирижером этого коллектива был выдающийся белорусский хоровой дирижер. Это музыкант с мировым именем, профессор, народный артист Советского Союза Виктор Владимирович Роўда. Его деятельность была настолько многогранна, она охватывала и творческую, исполнительскую, и педагогическую деятельность. Я хочу сказать, что на протяжении 50 лет он готовил, и кафедра под его руководством, кафедра хорового дирижирования Белорусской государственной академии музыки готовила специалистов высшей квалификации в области хорового искусства. Это огромная просветительская деятельность, которой он занимался, различные культурные проекты, акции, организации праздников песен, различных смотров хоровой художественной самодеятельности. Он участвовал и был членом и председателем жюри всевозможных международных конкурсов хоровых. Поэтому, конечно, возглавляя педагогическое направление и во многом какое-то исполнительское направление хорового искусства, он внес неоценимый вклад в развитие нашей хоровой культуры. Конечно, я обязательно хочу вспомнить Григория Романовича Ширмы. Он явился создателем нашей Белорусской государственной академической хоровой капеллы Республики Беларусь. В 1941 году она была создана, и это человек, безусловно, очень талантливый человек, который не имел профессионального музыкального образования, дирижерского в том числе, но это был музыкант от природы, это человек, который имел богатейший опыт и музыкантский, дирижерский, который видел намного дальше других в области развития музыкальной культуры страны в целом и, конечно, хоровой культуры особенно. Он создал этот коллектив, и одним из главных его задач, о которых он неоднократно говорил, и в своих статьях он об этом упоминает и говорил с высокой сцены, он очень ратовал за создание национального белорусского репертуара. Сам лично он сделал очень много
многое для того, чтобы в Беларуси появилась антология белорусской народной песни. Именно под его руководством, по его инициативе, при его организаторском участии непосредственном было собрано 213 белорусских народных песен, и по его, опять же, не только его, но, конечно, в первую очередь его инициативе были созданы обработки белорусских народных песен, которые делались профессиональными музыкантами. Даже Александр Гречанинов, известный русский композитор, участвовал в этом, и украинские, и прибалтийские композиторы участвовали в этом. И во многом его заслуга в том, что он стимулировал развитие и создание оригинального хорового репертуара. И, конечно же, та высокая планка исполнительская, которую задал коллектив под руководством Григория Романовича Ширмы, его хоровая капелла, которая носит сейчас его имя, она сама явилась большим вдохновителем для развития как исполнительской культуры, так и хорового творчества. Ну што ж, дзякую вам вялікі за такі гістарычны экскурс у 20-е стагоддзе. Гэта вельмі цікава. Дарэчы, калі казаць пра гісторыю развіцця харавой справы, гэтую інфармацыю я ў прыватнасці убачыў у вашых навуковых матэрыялах, і вы, як даследчык, займаецеся акурат вывучэннем харавой творчасці, харавога мастацтва на тэрыторыі нашай краіны ў прыватнасці, так? І вы казалі пра тое, што актыўнае развіццё прыпала акурат на 1990-е гады, і роля развіцця харавога выканальніцтва адбылася яшчэ дзякуючы таму, што ў нас у абласных цэнтрах Беларусі, сучаснай Беларусі, з'явіліся ў прыватнасці харавыя капэлы. Але гэта, можа быць, будзе новая абсалютна тэма для чарговай нашай сустрэчы у нашай студыі. Ну а наш слухач, чый нумар тэлефона заканчваецца на лічбы 7379, напэўна, натхніўся тым выкананнем твора Катюша і пытаецца наступнае. А может, с китайскими студентами попробовать исполнить Те-Деум Брукнера? Замечательная идея. Спасибо большое вам за такую идею. И в этом году мы действительно планируем исполнить преимущественно европейский хоровой репертуар. У нас есть к этому и свои задачи. Так, например, пользуясь случаем, я хочу напомнить всем музыкантам, что в этом году, если быть более точным, то в декабре 2020 года вся музыкальная общественность празднует 250-летие со дня рождения Людвига ван Бетховена, выдающегося немецкого композитора. И наши творческие коллективы также имеют свои идеи по празднованию этой замечательной даты. И в целом идея исполнения, в частности, Те-Деум Брукнера, нам очень интересна, и я думаю, что мы ее реализуем. Так што, шаноўныя сябры, сачыце за афішамі, слухайце нашы навіны, слухайце нашу афішу, і як толькі пачуеце, што хор «Садружнасць» выступае на той ці іншай пляцоўцы, абавязкова завітвайце на гэты канцэрт. Ну што ж, мы будзем завяршаць нашу сённяшнюю сустрэчу яшчэ адным запісам хору пад кіраўніцтвам Альбіны Васильевны Пякуцька. Ну а я хочу нагадаць, што сёння ў нас у гасцях была загадчык кафедры харавога і вакальнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, мастацкі кіраўнік хору «Садружнасць» Ганна Александровна Нечай. Дзякуем вялікі за тое, што вы завіталі да нас сёння на дыялогі, натхнення, плёну і з надыходзячым юбілеем установы, у якой вы працуеце. Огромное спасибо. Ну а мы слухаем абяцаны трек.